І знову в прямому етері телеканалу АТR програма «Бугунь». Сьогодні і я, її ведучий Айдар Муждабаєв. Щойно там закінчилася спільна прес-конференція. Навіть прес-конференції не було. Були виступи не дуже довгі президента Зеленського, президента Ердогана, президента Туреччини. І ми вже почали цю тему говорити з моїм минулим гостем, з Сергієм Висоцьким, колишнім депутатом, народним депутатом України. А продовжимо з не менш цікавою людиною, з Дмитром Подтуркіним, засновником, членом редколегії, автором інформаційного ресурсу Петро і Мазепа. Вітаю вас у студії телеканалу АТR. Добрий вечір. Ну що, з чим приїхав Ердоган? Чого ми досягли разом з Туреччиною, і на яких позиціях стоять Туреччина з Україною. Разом? Як? Ну, конечно же, да. Потому что главное для Турции сейчас это свой большой геополитический проект. В рамках этого большого геополитического проекта мы являемся союзниками. А який проект Ердогана? Проект Эрдогана? Восстановление порты только в 21 веке. А як це можливо? А у нас сейчас это то же самое, что делает Британия. Когда сейчас мы говорим, Британия пошла со своим геополитическим проектом «Всемирная Британия». Но вона ж нічого не захоплює. Правильно. Туреччина нічого не захоплює. Потому что мы говорим в 21 веке. Тобто це інший империи, спосіб. которые остались в 19 веке, и у нас есть такой сосед, который остался в 19 веке, и считает, что империя прирастает только территориями. А после этого уже был новый империализм, когда империи прирастали экономикой. А сейчас уже следующий информационный империализм, когда империи прирастают влияниями. И Британская империя формируется, новая Британская империя. Это не є негативом, на ваш погляд? Конечно. Новая Британская империя формируется через британское содружество. Через образование, язык, гуманитарные совместные проекты. Армія, мова, віра. И совместные финансовые проекты, финансирование. И гроши. Да, конечно же. Вот это объединяет империю. Современную империю. Идеология, империя, в постиндустриальной информационной экономике империи создаются вокруг смыслов, а не вокруг территорий. Я так відчуваю, що ми зараз філософією займемося. Ні, зачем? Почему? Смотрите, це цікаво. У мене є до вас додаткове запитання просто. А теперь о проекте Турции, да? То есть Большой Туран в современной ситуации это не вопрос империи построенной, это вопрос объединения туркоманских стран для того, чтобы обеспечить мостик. Все же хотят сейчас обеспечить мостик между Китаем и Европой. Новый шелковый путь. А Казахстан... Да, мы уходим. Но на самом деле, смотрите. А теперь давайте шаги, которые делает Эрдоган. Первый – Афганистан. Откуда? Сейчас мы говорим, в Кабуле аэропорт управляется кем? Турцией. Я не знаю цього. Цікаво. То есть точно. Безопасность аэропорта и управление аэропортом в Турции. То есть, получается, вот этот мостик, который мы видим, и с юга уже прикрыли влиянием на Афганистан. Война, которая была между Азербайджаном и Арменией. Основная итогом этой войны Зангезурский коридор, который свяжет, когда он откроется, он выведет Турцию на берега Каспийского моря. В Баку. И железную дорогу строят. На Нахичеване уже построена дорога. Остается теперь. И они устанавливают Туркменистан, тобто Узбекистан, на вашу думку, там, да, Кыргызстан, Казахстан. И выходим к уйгурам Китая. Потому что как раз развитие северного и северо-западного Китая и логистическая связь северо-западного Китая с Европой, это самый лакомый кусок. А як виходимо на уйгурів? До уйгурів ставлені в Китаї майже нацистське. Правильно. Поэтому Эрдоган может предложить Китаю вариант урегулирования этого вопроса. Ось про що ви. Цікаво. Такої версії ще не. Нет, так если вы возьмете китайские карты, то вы увидите. Если мы возьмем российские карты, то увидим новый шелковый путь, который проходит через Россию, потом был Украина или Беларусь. Если вы увидите китайские карты, то новый шелковый путь проходит как раз вот южнее. И это как раз мечта Эрдогана. И вот это то, к чему он стремится. мостом между Китаем и Европой. Конечно же. Потому что следующий... Экономичным мостом, в першу чергу. Ну, и
логистический и экономический. Почему? Потому что очень много товаров китайской на европейский рынок долго везти. Сложная логистика. Так. И поэтому, ну, например, самый простой пример. Вот смотрите, кислородные станции, которые сейчас закупали, Украина закупала. Самое логистически эффективное, интересное предложение было китайские кислородные станции, собранные в Турции на нашем рынке. Потому что оказалось, что их проще поузлово привезти в Турцию, собрать и предложить нам готовый продукт. То же самое для европейского рынка. Намного проще будет привезти китайские, и мы говорим о тяжелой технике, да, которую трудно достаточно логистически везти, привезти в Турцию, сделать окончательную сборку і предлагати європейцям турецьке. А, наприклад, на вашу думку, Дмитре, можливо така в майбутньому залізниця з Китаю до Парижу? Да, так это же делается. Вот именно на это и направлено. Не через Росію, Не через Россию. як завжди було. Правильно. И здесь мы говорим, откуда мы появляемся союзниками. Эрдогану важно, он постоянно конфликтует с Россией, он геополитический соперник России. Хоча він не каже про це. Відкрито в турецькій політиці не прийнято Да, так. ну в турецкой политике вообще открыто мало о чем говорят. Но реальная ситуация в чем? Путинская агрессия в Сирии была против Турции. Попытались бить, Путін пытался бить подбрюшье. Мені здається, що ця агресія і проти Ізраїлю теж. Хоча там відкрито про це ще не говорять. Подождите, почему сбивали российский самолет на турецкой территории? Это действительно была попытка влиять на Турцию через беженцев, которые должны были... Это опять же туркоманы, это турки, которых Турция должна была принимать. Чи захищати, чи одночасно і приймати, захищати. Да, а это большая проблема. И Путин создал проблему. То есть на самом деле, знаете, мы когда сирийская авантюра началась, российская, мы даже написали статью на Петре Мазепе «Бой с тенью», «Бой с зеркалом». Потому что Путин, я сказал, что Путин подавится Эрдоганом, потому что они очень похожи. Що, прогнози відбулися? Ну, практически подавился. Россия отъехала от Турции, Россия отъезжает с Закавказья. Слухайте, тут я посперечаюся. Ну, а хто увів війська в Азербайджан за підсумками війни в Карабасі? Подождите, только начало. Вот давайте, Россия в определенный момент, но Азербайджан отыграл свои территории? Отыграл. Але отримав російські війська, і це ще одна країна колишнього Радянського Союзу, яка відтепер має контингент. Российские. Ограничены на территории, которую они и так не контролируют. Но тут уже другой вопрос. Вот представьте себе, мог ли Азербайджан одномоментно контролировать всю территорию, которую он деоккупировал? Он получал громадную границу. Ну, главное в любой войне это оптимизировать линию фронта. Она была достаточно оптимальна. Да, такая. Потом, когда они полностью вошли и начали контролировать границу, у них появилась необорудованная граница с Ираном и необорудованная граница с Арменией. Громадные территории, ничем не защищенные. Вот скажите, они могли бы без промежуточного этапа полностью решить вопрос? И они должны сейчас деоккупировать территории свои, 7 районов, наладить там местную власть. Тобто все ж таки перемога на боці Азербайджану. Конечно же, однозначно. То, что ему нужна сейчас нужна передышка для того, чтобы обустроиться на деоккупированных І территориях. стати частиною того самого шовкового шляху. Естественно. Плюс, теперь, заметьте, вокруг чего сейчас основные противоречия с Арменией. Да, иранские фуры Армению вынуждают выполнить то, что было подписано, коридор. Потому что главная теперь задача следующий коридор. Тем более, опять же, ну что ж там есть российские миротворцы? Ограниченный континент миротворцев, которых можно элементарно нивелировать с созданием турецкой базы, которую Азербайджан имеет полное право со любых международных законов організувати в кілометрі. Ну, до речі, цей шлях, про який ви кажете, він південніше за Нагорний Карабах. Да, так это же деоккупированные территории. Это же те территории, которые как раз деоккупируют. Там же ничего нет. Армяне же там выжгли все, что могли. Росія залишається... Россию потихоньку выдавливают. Ну, невозможно решить проблему такой старой большой империи. Швидко. Вот так, раз и все сделали. Понимаете? А колись зможуть помиритися на якихось умовах
прогнозуємо. Туреччина, Азербайджан, Вірменія. Только если армяне перестанут не так. Наверное, при прагматической политике Армении. Ну, були ж спроби замиритися, але Москва завжди втручалася. Публічно чи не публічно? Сейчас, смотрите, сейчас они, конечно, получили полный контроль над Арменией. Угу. В результате этой войны, обратная сторона войны, это полный контроль. И все попытки создания открытой Армении, они закончились практически. Я не думаю, понимаете, главный же вопрос не в этом. Главный вопрос в наличии очень большого, настроения в армянском обществе. Вот. Они почему-то хотят реваншизма. Они почему-то хотят вспомнить некие старые договоренности, промежуточные, которые были. И, опираясь на эти договоренности, требовать в Западную Армению, например. Пока в армянском обществе будет запрос, а давайте восстановим территорию по Западной Армении, они не смогут договориться. Пока в армянском обществе будет запрос, когда будут они выяснять, а что же было первопричиной, когда мы начали друг друга резать. Понимаете? Вот эта ситуация, когда говорят, подождите, вы захватили наши 7 районов, а вы устроили нам бакинскую резню, это путь в никуда. Погоджуюсь. Тут же главное, вот что была самая большая война в Европе до 20 века, 30-летняя война. Что появилось в результате 30-летней войны? В результате 30-летней войны появилось соглашение, основным элементом которого было, что никакая правда в прошлом не заважає нам жити не может далі. быть оправданием действий в настоящем. То есть на какой-то момент Европа после 30-летней войны, которая вырезала всю Европу, она встала и подумала. Може досить? А может вот взять в какой-то момент сказать, стоп, поделились. А все, что было до этого, давайте оставим за скобками. Вот ну, після цього багато війн ще було в Європі. Правильно, но все равно этот принцип уже сохранялся. Это один из базовых принципов, который сейчас нарушает Россия. Пытаясь рассказать про то, что Крым русский, потому что он когда-то был. Это та же самая идеология. Мы оправдываем действия в настоящем тем, что было, что мы, может быть, были правы в прошлом. Европа это прошла в 18 веке. А чому Путін, на вашу думку, Дмитре, надіявся на те, що Європа, Захід відступить? Ну, опять же, здесь, мне кажется, надо смотреть... это сложная геополитическая игра, да, которая сейчас идет. Причем там с 4 основными игроками, с 5, если Россия брать, и 4 наших союзника. У каждого свои идеологии ведения этой геополитической игры. И вот Путин думал, потому что он видит основную геополитическую игру Америки. Основная геополитическая игра Америки, Америку ничего не интересует, кроме противостояния с Китаем. Вот сейчас, в настоящее время, у Америки одна цель. Але Путин втручается. Вот. А здесь и что? И Путин почему-то подумал, что у него есть золотая акция. В этом противостоянии счастливый час, як то кажуть. Играть на том, что если вы разрушите Россию, я попаду под китайское влияние и стану сырьевым придатком Китая. А що думаєте, він цим шантажує Захід? А он дружбой с Китаем, да. То есть основной же посыл вот того, что произошло сейчас, он пытался дружбой с Китаем выторговать себе преференции в Европе. Угу. А тобто це як у дворі. Я знаю Лисого. Нет, это серия, я пойду в банду, если вы мне не дадите сейчас денег, это как наркоман, если вы мне не дадите на дозу, я пойду воровать, да? Вот из серии, я пойду с ним вместе дружить против вас, если вы мне не дадите вот какую-то преференцию. Але ж не дали. Не дали. Що далі? І куди він піде? Потому что, опять же, человек, который остается в индустриальном обществе и меряется сферами разграничения, которые были характерны для индустриального общества, не понимает, что сейчас войны начинаются и заканчиваются в информационном поле. Войны начинает телевизор, как раньше говорили, да, и заканчивает слушайте, телевизор. З пропагандою у Путіна непогано. Вот и сейчас он не понял главного, что сейчас его информационно задавят
он думал, что он сможет разыграть эту игру, а ему показали сейчас, что мы тебя информационно задаем, сделаем изгоем. И ты не сможешь играть уже никуда, потому что с тобой вообще никто не сможет договариваться. Слухайте, а яка ваша версія, Дмитре? Ми, звісно, багато чого зараз не знаємо. Ми ж не знаємо, про що відверто розмовляли Путін з Байденом, про що відверто розмовляли Лавров. Ми лише бачили, як виглядає Лавров чи Путін після цих розмов, після цих подій тощо. Але ви, як публіцист, ви можете не те, що додумувати, але за якоюсь логікою, за якимись зовнішніми ознаками аналізувати, що може відбуватися зараз, коли ми там бачимо, світ ніби на паузі. Він не відводить війська від України, але вже не йдеться про таку пикову ескалацію. То американцы начали потихоньку откатывать, да? Немножко начали откатывать. Що відбувається, на вашу думку, аналітично? Нет, подождите. Це найцікавіше, до речі. Да, то есть на самом деле еще мы не видим полной игры. Почему? Потому что Путин сейчас поедет в Китай. Ось. То есть он поговорил с Байденом, этот этап. Тобто він надію ще зберігає на те, що він... Подождите, однозначно. Ему деваться некуда. То есть... Остання надія. Почему остання? Почему последний? Никарагуа после Китая союзник там є. Китай это сейчас главная экономика в мире. Це зрозуміло, це банальна річ. На самом деле в 2021 году Китай внешний торговый оборот прирастил на 30%. Из-за чего газовый кризис произошел? Китай так восстановился, что у него такое потребление пошло газа, что он съел весь свободный газ в мире. Давайте, одна проблема є, чисто логістична, ми ж про логістику. У нас 10 хвилин є у людини, яка долучається зараз до нашої розмови. Це Михайло Самусь, заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії, роззброєння. Я вас вітаю, пане Михайле. Доброго вечора. А ми тут разом з Дмитром Подтуркіним, який є одним із засновників і журналістів, публіцистів сайту Петро і Мазепа. Ось. І ми, якщо ви чули трохи, ми розмовляли зараз якраз про стан подій зараз, що відбувається у світі. Бо ніби, якщо так спостерігати нейтрально, ніби світ на паузі. От нічого не відбувається. І мій гість у студії, пан Дмитро, припускає, що це через те, що Китай ще остаточного свого слова не сказав, і Путін розраховує на якийсь сигнал від Сі Цзіньпіня у Пекіні, куди він їде на відкриття Олімпійських зимових ігор. А яка ваша думка, пане Михайло? Я навпаки думаю, що світ дуже швидко рухається. І рухається він дійсно дуже важко визначити в якому напрямку, але в будь-якому разі те, про що ми говорили дуже давно, що насправді та система міжнародних відносин, яка була сформована після Другої світової війни і після розпаду Радянського Союзу, вона фактично вже зруйнована. Тобто те ООН, яке у нас викликає зараз лише посмішку, де можна там зібратися, поговорити, а насправді рішення жодні не приймаються. І, звісно, ООН вже не є та організація, яка може зупинити конфлікт. У мене таке враження, що ООН зараз більше провокує конфлікти. Якраз Росія дуже ефективно використовує ООН як організацію, через яку можна провокувати різноманітні гібридні операції, інформаційно-психологічні, або іншого штибу. А стосовно, що відбувається зараз, дехто говорить, що зараз наступають часи нових середніх віків, коли формуються нові групи країн, або кожна країна починає грати за власними цинічними правилами. Хто сильніший, той і правий. В принципі, багато ознак говорять, що, можливо, така теорія чи гіпотеза є вірною. У всякому разі, стосовно України, довкола України багато чого рухається. І зараз у багатьох виникає враження, що взагалі світ рухається зараз довкола України. Якщо подивитися, як спресувався світ за останній місяць довкола України, сьогодні там Ердоган, вчора там чи позавчора Джонсон, рішення про формування Великого Союзу, чи, як сказати, Alliance Великобританії, України, Польщі. Це насправді епохальні події. Сьогодні підписана зона вільної торгівлі з Туреччиною.
Це теж епохальна подія, насправді, тому що це геополітичні суви, які сигналізують, що той світ, який дійсно трансформувався після Холодної війни, після Другої світової війни, він змінюється. А насправді, в тому числі, і поява України як суб'єкту міжнародних відносин і повинна була змінити у всякому разі наш регіон. Насправді це зараз відбувається. Хоча Росія говорить, що насправді то нами керують англосакси, і те, що відбувається в нашому регіоні, це просто зараз встановлення зовнішнього управління англосаксами над Україною. Тому... Пане Михайле, ви трохи не відповіли на моє запитання, я уточню. Ми з паном Дмитром закінчили на тій думці, що Путін все ж таки на щось розраховує під час особистої зустрічі з Сі Цзіньпінем. Як ви думаєте, він на щось ще розраховує, чи вже загроза повномасштабної війни, чесно кажучи, в Європі, в Україні, вона вже не актуальна? Яка ваша думка? Путін то з самого початку приходу Байдена до Офісу грав оцю гру, коли він відверто просто говорив Байдену або намагався говорити Байдену, що дивись, якщо ти не будеш грати, наприклад, зі мною, там Північний потік, червоні лінії, нові зони впливу стосовно України і нерозширення НАТО, я буду ближче наближатись до Китаю. Тобто він відчув, він знав те, що Байдену важливо переформатувати відносини з Китаєм, і тому він почав грати з Байденом саме цю гру, намагаючись добитися своїх цілей. Таке враження, що він не розрахував от якраз реакцію Заходу, тому що він думав, що дійсно знову буде deep concern, будуть якісь демонстративні рухи, але коли він побачив, що останні пішла зброя, пішли реальна військова допомога Україні, і воєнно-політична, і дипломатична допомога, а зараз ще й Туреччина підписала зону вільної торгівлі, тобто це взагалі не вкладається в ту конструкцію, яку просуває пропаганда російська, що Україна – це failed state, з якою взагалі ніхто не має справи, лише англосакси керують. І тут Китай дійсно грає величезну роль, і те, що Путін зараз поїхав до Китаю... Поїде, не поїхав ще, здається. Але вже поїхав, так? Поїхав уже? Ні, поїде зараз. Неважливо, там, сьогодні, завтра. Тобто, це дійсно він розрахований на те, що Китай він спробує продемонструвати, що Китай приймає його до свого союзу в піку Байдену, який не погодився на пропозиції Путіна. Наскільки це вигідно Китаю демонструвати таку прихильність до Путіна, я не впевнений, що Китай зіграє в гру, знову ж таки, підіграє Путіну. От у мене тут великі сумніви щодо цього. Але ви... На Совбезі на останнім Китай підіграв повністю. Так, тобто Китай останні засідання, ви ж Ради безпеки бачили, коли Китай казав, так, треба врахувати ці думки російські, їхню там безпеку там забезпечити. Чи це просто ритуальні такі слова, а насправді вони просто в Пекіні там чай поп'ють китайський і розійдутися ні з чим? Ось що буде? Можете прогнозувати? Очевидно, є проста конструкція. Тобто всі розуміють, Росія дійсно важлива з точки зору ресурсів. Територія, яка в майбутньому буде абсолютно критично важливою для тієї ж Німеччини. Тобто Німеччина зробила таку собі енергетичну стратегію, з якої треба витягувати цей газ і ще десятиліття, а може і більше, перебудовуватись на зелену енергетику і так далі, на новітні технології. Китаю територія Росії теж важлива, ресурси Росії також важливі, і в тому числі і воєнний ресурс важливий, тому що Росія може виконувати певні замовлення Китаю, так як проксі Китаю в деяких регіонах, і тому для Китаю важливо також підтягнути до себе Росію. Тобто, грубо кажучи, Китаю важливо, щоб Росія була на боці китайському, але не за рахунок своїх інтересів. Тобто тут може бути гра така, що і Китай, і Сполучені Штати будуть намагатися послабити Росію до того ступеню, коли Росія буде вимушена примкнути до одного з таборів.
Можливо. У всякому разі, я не думаю, що і Сполученим Штатам, і Китаю вигідна сильна Росія зараз. Сильна Росія це як Росія, яка там, припустимо, починає повномасштабну війну. Це вигідно Китаю чи ні? Я просто ще раз перепитаю. Я думаю, що дійсно, якщо передбачити, ну так, от просто вже взагалі теоретично передбачити, що Росія зараз починає війну, то це може закінчитися реальною катастрофою для Росії. І ось тут є така градація. Або, звісно, Росію це ослабить в будь-якому разі. Але там може піти неконтрольований процес, який вже ніхто не зможе зупинити. Це може бути реальний розпад Росії, це може бути катастрофа, коли і ядерна зброя почне розповзатися. Ну, тобто ті процеси, яких боялися під час розпаду Радянського Союзу, коли там Україні не дозволяли насправді, або не хотіли, щоб Україна та інші колишні там республіки Радянського Союзу були незалежними. Це відомо, що і Сполучені Штати, і Великобританія, і Франція, і Німеччина тримали все ж таки, говорили Горбачову, що треба зберегти цей конгломерат якомога довше. Те саме зараз і Росія. Якщо вона зараз розпочне оту глобальну full-scale operation, то ніхто не зможе спрогнозувати, які будуть наслідки для Росії. Тому я думаю, що для Китаю все-таки такий сценарій не є сприятливий, бо може виявитися, що і Китаю це буде загрожувати певними проблемами. Все ж таки, я думаю, і Сполучені Штати, і Китай будуть намагатися поступово придушувати Росію, оскільки Росія не погодилася на те, щоб працювати в якомусь цивілізованому вимірі. Бо коли тобі починають погрожувати виключно військовою дубінкою, а сама із себе Росія в економічному плані зараз дуже мало що представляє, лише енергетичний придаток Німеччини. Окей, це дуже добра роль, але насправді не тягне на економічного гіганта. Пане Михайло, я знаю у вас небагато часу. Я дуже вдячний вам, що ви знайшли час долучитися до нашої розмови. Ваша думка повністю зрозуміла, і я хочу попросити пана Дмитра Потуркіна прокоментувати те, що сказав попередній оратор. Ну, есть некоторые предостережения по роли Китая. Первый очень важный нюанс. Что может хотеть Путин от Китая? Путин может хотеть... Гарантии. Нет. Он может хотеть замещения тех вещей, которые он не получит в результате санкций. Ну, тобто, якщо санкції, якщо велика війна санкцій, то покупай мою нефть. Если санкции, давай делать клиринговую систему вне свифта, вне доллара расчета. Если санкции, да, я к тебе приду, но давай договариваться заранее. Тобто, да? будувати паралельний світ. Ну, смотрите, и Китай делал такое с Ираном. Мы все помним, что когда были международные санкции против Ирана, иранская нефть миленько себе покупалась Китаем. И Китай миленько себе вооружал Иран китайской военной техникой и китайскими технологиями. То есть китайцы очень прагматичны. Им по поводу там правильно работает Путин, неправильно в мире, плохой он, по барабану. Ні, це я знаю, я про війну. Вторая часть очень опасная. Что может быть? Китаю на самом деле интересно было бы наша война по одной простой причине. У него есть Тайвань. Тобто ви все ж таки залишаєте варіант, що Китай підтримує Росію? Смотрите, что может быть интересно? И в Америке, кстати, об этом очень говорят серьезно. Они сейчас вот как раз в своей американской повестке, внутриамериканской, рассматривают вопрос, поддерживать Украину или поддерживать Тайвань. А Китаю может быть выгодно посмотреть на Путине, как на кошечке. Реакцию мирового сообщества, вот Путин сейчас нарушил. Чи має світ імунітет? Да, вот понимаете, если агрессия Путина против Украины сработает, то, значит, можна воювати з Тайванем. Це цілком зрозуміло. Але що ось, давайте змоделюємо, Дмитре, ось розмову... Здесь я в другое не верю. Не потому, что Китай. Я не верю в агрессию российскую. Даже не потому, что нет... Специалисты военные говорят о том, что нет достаточных сил. Я не верю в другое. Россия достаточно сильно интегрировалась, особенно топ-элита России достаточно интегрировалась в западный мир. Знаете, когда ты смотришь и у руководителей российского Минобороны в Нью-Йорке живут там некоторых там руководителей сестры, племянники. Доповідаю, у всіх депутатів, майже всіх депутатів Державної Думи, майже всіх міністрів, заступників, тощо. Как же они будут тогда идти на
такую жесткую агрессию, против которой может быть реальный... Але вони ж кажуть лише про Україну зараз. Вони ж про навіть пропагандисти не кажуть нічого. И вот смотрите, какая самая интересная ситуация. Вот сейчас, если взять историческую аналогию, то сейчас ситуация, геополитическая ситуация для России очень подобна ситуации перед Крымской войной. Перед якою? Нет, Крымской войной, которая на Западе называется Восточной. Угу. Когда как раз Россия сначала была вполне приличным членом международного сообщества, тогда это была Европа, когда Россия была в лиге главных европейских стран, да, когда Россия усмиряла там восстание, была жандармом Европы, когда с Россией все говорили. Да, и потом вдруг прошло несколько лет, и Россия получила войну против коалиции всех развитых стран на тот момент. И вот сейчас может быть та же самая ситуация. Когда война с Украиной станет тем же, как та война с Турцией. Потому что тогда же то же самое. Началось же не было Крымской войны, не было Большой Восточной войны против коалиции европейских стран. Была локальная война против слабого противника. Османская порта тогда был очень слабым военным противником. Да, вы помните, Всенопская битва. Половина Черноморской эскадры уничтожила вот так вот. Просто за 2 часа боя уничтожила весь турецкий флот, потеряв там несколько десятков человек. То есть полная победа. Да? Полная победа. Была иллюзия така, помните, Карс, полная победа. Так, то есть везде мы побеждаем, все. Тобто круче за нинішню ситуацію набагато. Да, и против слабого противника была война, которая стала практически... Теперь в России рассказывают о нулевой мировой. То есть Россия против всего мира. Ну, приблизно так и було, напевно. Да, вот понимаете, вот ситуация, вот очень похожая ситуация. И на самом деле даже поводы одинаковые. Ведь Крымскую войну Россия начала за сохранение старых договоров. Ведь смысл в чем? Россия требовала сохранения тех договоренностей, которые были после победы над Наполеоном. По европейской политике. А мир изменился. И сейчас то же самое, кстати, очень интересно. Мир так поменялся. Россия думает, что сейчас у нас индустриальный мир, а постиндустриальный мир другие договоренности. А чому вони такі тупі? Чи це вигідно? Чи вони крейзі? Проще так жить. Это империя. Им проще жить. Нельзя говорить, что они тупые. Там есть интеллектуальная элита, которая еще с советского времени привыкла зарабатывать, создавая продукты для власти. Да? Михалков. Из поколения в поколение. Который делал гимны для всех правителей России и Советского Союза. Понимаете, вот да, там есть умные люди. Но там элита вот привыкла работать с властью. Выжгли ту элиту, которая могла сказать власти нет. Ну, тобто це не еліта. Вижили то, що було поет в Росії більше, ніж поет. Слухайте, навіть в Німеччині, коли Гітлер збирався свій східний похід проти Росії, були генерали вермахту і розвідники, чесні, які казали, ми цю війну програємо. Гітлер не дослухався і пішов воювати з усім світом. Так? Еліта була. Військова еліта флота говорила, що все, ми не готові, я ж кажу, не зможемо. Я ж кажу, сили не рівні. Але тут ми еліти не бачимо. Це просто халуї якісь. Ну, к сожалению. Советські репресії. А що може зупинити? Я просто хочу уточнити. Ви кажете про еліту, про загрозу для путінської, для російської еліти, для їх сімей. Але він не звертає уваги. Они уже остановились. Посмотрите, они уже отползают. Они на самом деле отползают. Потому что, жоден солдат ще не відійшов. Путин даже рядом не стоит там с Николаем Первым, вот если мы берем, опять же, параллели с Крымской войной. То есть там был самодержец, который считал себя правым и помазанником Божьим, и который принимал решения от имени всей страны. Путин, он из подворотни. А ви чули коротку промову Путіна на зустрічі з Орбаном? Після зустрічі з Орбаном. Опять же, они, Бякин, меня обманули. Понимаете? Чули, да? Да, конечно. Не может же лидер такого государства говорить, нас кто-то обманул. Образили нас. Як так можна? Навіщо ви з нами так? А зараз буде як завжди, а що буде, я заплачу. Да, то есть в этом-то суть. Понимаете? Очень много поводов, опять же,
крымскую аналогию. Один историк написал про Крымскую войну, что война была, угроз применения силы в этой войне было намного больше, чем самого применения силы. Тобто це була перша інформаційна війна, так? Ну, кстати, да, она была первой. Ну, реально угрозы. До речі, тоді ж преса, це перша була війна, з якої були фото, репортажі були в британській пресі, в французькій пресі. Да. Это первая именно информационная война. Цікаво. И на самом деле Россия ее проиграла, введя в конфликт менее четверти армии. То есть не воевала, там армия не воевала. То есть получив глобальные минусы от локальной войны. І вони И вот відповзли. это полная аналогия. Причем они отползли навсегда практически. После этого, только после Советского Союза, после Второй мировой войны по итогам, Россия стала влиятельным государством. Завдяки Гітлеру, до речі. То есть вот крымское поражение в Крымской войне, русско-японская война и все. И на самом деле все. Щось ви, ну, по-перше, не любите в Росії, я так бачу. Да. А потім ви ж Это зовсім не я их не люблю, это они нас не не поважаєте Большие фюрера разницы. їхнього. Вот поверьте, для меня это произошло очень просто. В 95-м году, когда я только получил украинский паспорт, я альпинист, мастер спорта, Класс. и я на Кавказ приехал с очередной экспедицией наши ребята, и меня арестовывают. Я им показываю, я же, Вони ще вот, тоді я це же, знали, вот, да? Вот я же, мы же с вами в одной стране давно были. Показываю, говорит, а мне силовик, который меня арестовал, сказал, это вы вчера были в одной стране, и сегодня мы с вами дружим, а завтра придете в НАТО. 95-й год. Тобто НАТО чесалося ще тоді. Вы представляете? И вот после этого я понял, ну потом еще в фильтрационку попал под Минводами, потому что вы же знаете, что все украинцы, которые были в России, это ж пособники чеченских террористов. Ну, ви це не знаєте. Да? Ну, знаю, чому не знаю. Я знаю. Це ж була Чеченська війна, та перша. Це був кінець грудня 94-го року. Ну, да, 95-й. Поэтому там... И после этого, вот честно скажу, это не я их не люблю. Это они меня не люблят. Ні, ну, те, що, Ну, а тепер це вже, к сожалению... те, що ви не любите, це, ну, в принципі, це загальне місце таке, вже ніхто не любить. І їх, не, знаєте, раніше були, хто винен, що робити, а зараз головне російське питання, чому ви нас так не любите? Вони всіх питають. Да, в чем везде. Так просто вести себя надо, как приличные люди. А ми не вміємо, скажуть вони. Так у них же все для этого есть. У них есть замечательная страна, у них замечательная культура. А чи вам не здається, що ця замечательна страна, вона існує лише завдяки мілітаризації, завдяки ксенофобії, завдяки цієї ідеї переваги росіян над всіми іншими народами? А якщо без неї, то з'явиться, що це не Росія, а Бурятія, Якутія, німці, там, татари, чеченці, там, я не знаю хто. Чеченцам платят. Ну, она существует за счет того, что повязали. Ну, путинская Россия, опять же, смотрите, была ельцинская Россия. В ельцинской России было НТВ. В ельцинской России было много чего хорошего. В ельцинской России была свобода, свобода выражения. Есть Россия Сахарова. То есть есть много России. Недовго Росія Сахарова проіснувала. Ну, все равно есть много Россий. Просто есть путинская Россия, да? Они поменяли, к сожалению, свободу на, ну, не на безопасность, а на хлеб с маслом и на понты. Вот и вся проблема. То есть общество в какой-то момент сделало неправильный выбор. И их потом уже... А дальше уже идет, к сожалению, информационная политика. Дальше идет пропаганда, которая постепенно... Переконує людей в тому, що... После революции достоинства, у меня есть там другой замечательный пример. После революции достоинства одни московские альпинисты решили собраться и просто посмотреть видео с нашего Майдана. Ну, як реакция? Их свои зачмырили. Знаете почему? Потому что вы сейчас, а нас потом ОМОН повяжет. И вы очень перестаньте, это просвещенная Москва и люди с уровнем высшее образование и до докторов наук. Я таких багато дивився раніше. Вот, де вони загубилися і чому? Ці інтелектуали російські, ці ліберали. Що з ними сталося? Ну, как? К сожалению... Страх и гроши? Ну, с одной стороны, деньги. Однозначно. Потому что, к сожалению, сейчас
очень мало, где ты можешь реализовываться просто как личность. Тебе надо быть в структуре, а структура требует деньги. Ты хочешь снять фильм, тебе должны быть инвестиции. Для инвестиций Росфильмов, поддержка это вот практически все фильмы у них, да? Роскино. Поддержка государственная. А теперь смотрите, что сделал Путин. Как Путин объединил Россию? Путин на самом деле объединил Россию долгами. Тобто, поясніть. А очень просто. Вот как делал Ельцин? Ельцин говорил, берите автономию сколько хотите суверенитета, да? И при Ельцине в регионах формировалась добавочная стоимость. Угу. Что сделал Путин? Ну, Путін... Татарстан, приклад, Татарстан найяскравіший, напевно. Башкортостан, Татарстан найбагатіший регіон. Конечно. Угу. Ильмжинов тоже. Такі царьки були замечательные. А зараз потом, все це. Потом правильно, что сделали? А они социальную инфраструктуру оставили на балансе регионов, деньги у регионов забрали, и теперь все регионы закредитованы центром по уши. Це нормальний феодалізм. Вот так оно и работает. Вот Россию держат долги. Угу. Ни один из регионов не чувствует себя самостоятельным. Они все знают, что они должны центру, и они не могут выживать. Даже Кадыров недавно сказал. Він пишається данню, яку платить Нет, но он же Москва. сказал, что я думал, он в интервью в этом недавно, он же что говорил? Я думал о независимости, считал и понял, что независимость нам невыгодно. Потому что там около 80% бюджета нам дает центр. Понимаете? Вот так. Это дах цинизму просто. Нет, самое интересное, что человек может свободно это высказывать. Понимаете, как уверенно он себя чувствует. А ще кажуть, Росія не демократична держава. Ось. Некоторые могут. Некоторые могут присылать своих силовиков в другом регионе федерального судью, забирать. И его семью в заложники, понимаете? То есть, на самом деле, некоторые могут все в России. А слухайте, Дмитре, а давайте обговоримо, якщо ви згадали вже про цих інтелектуалів російських. Ви читали це лист відкритий, лиш би не було війни. Інтелігенція російська зібралася, підписала. До речі, тут є такі слова, дуже круті, там, сміливі, і на сайті «Ехо Москви», причому «Ехо Москви» – це ж «Газпрома», медіа, розміщено. Що ви думаєте про це? І тут підписники Ахіджаков, Макаревич, Шендерович, але я чомусь не бачу, знаєте кого? Нобелівського лауреата не бачу чомусь. І не бачу цього редактора «Ехо Москви», не бачу, досі не бачу. Знаете, на самом деле, я бы не смеялся над этим, потому что я на самом деле, я преклоняюсь перед этими людьми, потому что высказывать свою позицию в России, это не высказывать свою позицию у нас. Угу. И даже то, что они так высказали свою позицию, это гражданский подвиг, я считаю. Угу. Потому что в России можно получить за любое высказывание такую ответную реакцию. Я же говорю... А чому немає серед підписантів Нобелівського лауреата, наприклад? Не знаєте? Как это? Потому что есть деньги. Тобто наука требует денег. Ні, я не про науки, про Муратова. Новая газета. Я вас умоляю. Все ж даже деньги. Так само, да? Кіно, вино, домино, все за гроші. Пресса – это деньги. СМИ – это деньги. Самоокупаемых СМИ в России быть не может, потому что нет среднего класса, нет потребителей информации, которые... Зараз, як би навіть були, їх все одно поставили би у стойло. Да. Так. Вот и все, потому что сайт Петра Мазепа забанен Росчастотнадзором. Ой, слухайте, я щодо назви хочу запитати. Петр Мазепа – це відповідь була спутникові погрому чи ні? Ні. Петр Мазепа, на самом деле, это просто мы в названии пытались показать два варианта евроинтеграции. Угу. Петр и Мазепа. Один пытался союзом с Европой быть, другой пытался прорубить окно в Европу, сохраняя в Россию крепацкую Украину. Да, то есть за счет других, за счет жесткого насилия над своим народом пытаться создать европейскую страну нельзя. Имитацию можно. Можно имитацию. Як Петербург, там
Імітація столиці. Є таке питання суттєве до вас. Я бачу, ви дуже цікава людина, і питання будуть такі, типу, що перше курки чи яйце, але трохи інше. Це правда, що будь-яка влада в Росії краща за народ? Це така доволі відома така думка, що будь-яка влада, уряд дословно краще за народ. Чи ні? Это то, что мешает. Вот именно эта идеология, которая почему-то, я не знаю, откуда она появилась в России, но это именно та идеологическая линия, которая полностью не дает России стать современной, нормальной страной. Потому что действительно они считают, что власть дана Богом. Вот это остаток вот той вот царствующих помазанников Божьих. Як Іван Грозний казав полякам, я природний государь. Вот власть дана Богом. Генсек дан Богом. Потом генсек стал точно так же. Культ личности откуда появился? Ровно оттуда же. Але це власть дана Богом. Це трохи не відповідь на моє запитання. Вот это их ментальность, которая, к сожалению, не дает им возможности сделать просто один шаг. Шаг к зміні власті. А може цей крок вони б зробили в інший бік, не в той, про який ми зараз говоримо, бо багато критики, причому відкрити в Росії зараз, навіть на телебаченні державному російському, звучить на адресу Путіна, що він занадто м'який для деяких людей в Росії. Вы понимаете, что выслужиться перед властью хотели всегда. Як? Вони критикують Путіна, вони кажуть, а як же війна? Ви ж казали, фюрер, ви ж казали, що ми нападемо, що ми всіх там переможемо. Я говорю, величие, к сожалению, это же не внутреннее людей. Я не верю, что если вы реально спросите в России, готовы ли отправлять своих детей на війну з України? Так собі, так, я погоджуюсь. Я бачив пару опитувань, звісно, вони не репрезентативні, але... в той стране, опять же, вот мы на эфире с Киселевым как раз об этом говорили недавно, а то он говорил, что я понимаю, что нельзя, что реально соцопрос нельзя понять погрешность в России. Потому что если вечером, в выходной день, тебе кто-то постучится и начнет задавать вопросы, как про Путина. К политике Путина и к его, например, гарантиям безопасности, которые он выставил, ты же точно ему не ответишь, этому человеку, которого ты не знаешь, правда? Людина або відмовиться взяти участь, або скаже, я погоджуюсь. Да, вот и все. До побачення. То есть, к сожалению. Але я бачив опитання, і там люди на вулицях такі, да яка війна? Ні, нам не потрібна війна. Ні, а ви хочете, щоб... я за Россию всегда. А вы хотите на войну? Ой, нет, щось не хочу. А вы еще помните, что у них опросы Левада-центр делал? Что там больше 40% считают, что украинцы это дружественный народ? Досі. Конечно же. Слухайте, дружній народ – це таке, це маніпулятивна така річ, бо вони вважають, що дружні, тобто просто такі дурні українці, там, збожеволілі, але ми їх вилікуємо шляхом введення танків, там, ні? Нет. Опять же, есть пропаганда, а есть то, что люди будут думать. Понимаете, защищать свою родину можно только веря. А чому ви думаєте, що вони не вірять Путіну? Не верят они Путину. Вы думаете? А посмотрите сейчас его поддержка реально. Никто не знает. По тем же опросам тихенько, которые проводятся. Опять. Яке останнє ви бачили? Недоверие политики Путина у них там сейчас, точнее, доверие политики Путина 23-25%. І це російські дані? Да. Щось не допрацьовує ФСБ. Они уже просто другая ситуация. Они уже просто выходят на тот уровень, когда поддержка народа неинтересна. А може вони перегодували пропагандою? Вы знаете, просто на самом деле они уже придумали логику. Вот мы против всего мира, это как раз ответ на падение поддержки власти. А вы посмотрите, кстати, очень хорошая, знаете, где поддержка власти определяется? Да. Когда люди приходят на выборы. Явку посмотрите. Та вони не кидають скільки завгодно. Ми ж в Криму цей референдум ніби бачили, там нікого не було. Явки, які були на місцевих виборах у них. У них явки 10, 15, 20%. Це можна трактувати як підтримку Путіна. Тобто ми довіряємо владі так, що ми не хочемо протестувати. Люди вже просто говорять, що нічого не міняється, ми не віримо.
Мы себе тихо копаемся у себя в огородике. Ну, на И- такий народ можна плювати. Правильно. Ну. На что и рассчитывается. Я же говорю. И вторая сейчас ситуация идет. Все враги, вот то, что они сейчас делают этим обращением, Медведев писал вот эти странные вещи, да? Все вокруг враги. Это тактика подводной лодки. Що вони цим обґрунтовують? Когда вы... До чого готують вони? Так вот, тактика подводной лодки. То есть, когда мы погружаемся, да? А в экипаже подводной лодки все круговая порука. То есть мы сначала отделяемся от всего мира, этим самоотделением, да, то есть железный занавес, который мы сами поставили. А потом мы всем говорим, ребята, круговая порука. Везде враги, и мы только вот с вами вместе, вот при этом капитане сможем Виживемо. выжить. Потому что в подводной лодке капитана не меняют. Я хочу уточнити вашу Если думку. парусник был, можно поменять Ні, капитана. це А все подводная правильно, лодка нет. але є два типи диктатур, умовно. Ну, навіть не диктатур, а режимів фюрерського типу. Ну, візьмемо Франко в Іспанії, чи візьмемо режим Чучхе, династії Кимів, так? Вони продають таку саму ідеологію, продавали, ну, навіть Франка не будемо. Ну, таку ідеологію, але ідеологія така, що вони погрожують усім, але нікуди не йдуть. Але досвід Росії, як імперії, показує, що Росія існує лише тоді, коли вона кудись втручається. Не було такого, ну може Московія була, хоча вони теж захоплюють щось, щоб вона консервувалася. Чи ви вірите, що Путін може сказати собі сам, ми більше нікуди не підемо, і тут будемо окопуватися, окопи рити? Там можно по-разному относиться к такому историку, как Волкогонов. Но он как-то сказал замечательную фразу, как для меня, что он сказал: Россия – это государство величиной с Францию, которое в результате серии справедливых оборонительных войн стало величиной с 1/6 части суши. Понимаете? Вот это их идеология. Ну і чому зараз вони мають зупинитися? Чому? Потому что время поменялось. Россия – это Но единственная россияне оставшаяся... изменилась. Смотрите, очень все просто. Россия – это единственная оставшаяся империя. Ну, Причем сухопутная империя, да? ну класично, скажімо. Сухопутная очень Классическая важно. сухопутная Потому империя. что вот Англия морская Ну, разумеем, империя, разница, Англия да. могла захватывать территории по всему Будь-де, миру. там Австралія, А Россия может прирастать. Любая империя – экстенсивное развитие. Экстенсивное развитие – ты или прирастаешь территориями, или ты Ну, ми помираешь. це все бачили, да, і бачимо. Да. И вот сейчас, да, России надо прирастать территориями. Ну, и что а прирастать робить? территориями может только у соседей. Ну, К сожалению, сухопутная же империя. ну і що Путін зробить? За такою логікою. А, к сожалению, мир поменялся. Це ж... Что такое поменялся мир? Ну, это как вот, когда Россия, она говорила, вот перед Крымской войной она пропустила промышленную революцию, да? И в какой-то момент она оказалась не готова к современной войне. Тобто Росія – це країна, яка пропускає уроки. Она часто пропускает вот какие-то этапы, они не понимают, говорю, они же воевали, говорю, за старые договоренности, они пропускают, что мир поменялся. Я був у запої, нічого не пам'ятаю. А що тут було? То есть, когда, вы же понимаете, когда какие были договоренности? Когда сели, когда был везде был феодализм, и монархи Европы сели, о чем-то договорились, да? К середине 19 века везде капитализм. Капитализму надо революции, капитализму надо свобода. И тут сидит такая Россия, и там мы придушили там революцию, там по всей Европе. И уже даже английский капитализм сидит, как-то вот какие договоренности? Чего они тут устроили? Прошлый век нам тут мешает. Ми спостерігаємо чергове повторення одного того самого сценарію. Вот так? то же самое. Ну. Мы видим, что Россия залезла и разделяет мир после Ялты, зоны влияния. И им уже говорят: подождите, у нас глобальный информационный мир. Сейчас для того, чтобы работать в австралийской компании, совсем не обязательно жить в Австралии. Да? Дистанционная работа, коллективы создаются, все в порядке. Ребята, система 5 офшоров. Каждый человек может жить в одном месте, работать в другом месте, и легализовать бизнес в третьем Ви месте. це все не про Росію кажете. Правильно. Так вот, весь мир уже такой, и Россия со своими подходами, она просто отстает. И будет та же самая ситуация, как во время Крымской войны, когда была замечательная российская крепость Кинбург. Да? Подтащили маленькую такую бронированную баржу французскую, которая еле-еле из Франции дотащилась. І
Ну Всё, как? всё. И в течение, бомбардировкой в течение 3 дней снесли крепость нафиг. Ни одна ядро из крепости не пробило эту баржу. Вот и все. Понимаете, вот так оно будет. Пане Дмитре, все, нам кажуть, що ми маємо закінчувати етер. От дуже коротко, що буде у найближчий місяць із загрозою війни? Я очень надеюсь, я верю в то, что нам повезет. Ну, це за логікою, не просто за відчуттям. Нет, за логікою. за логику. Да, логика такова, что... Ну, це цінна думка. Дякую То вам. есть... Дякую, що прийшли. Приємно було спілкуватися. Приходьте Большое ще. Ви спасибо дуже за розумна приглашення. людина, мені цікаво. І нашим глядачам, я думаю, що теж. Так, не перемикайтеся. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі. Підписуйтесь на Patreon каналу ОТР. Нам потрібна ваша допомога. І ще раз не перемикайтеся, бо скоро, буквально там за декілька хвилин, продовження етеру, але вже без мене, але не розслабляйтеся, бо я повернуся о 21:15 після новин у програмі Prime, і там теж буде цікава людина. Хто, я поки що вам не скажу. Залишайтеся з нами.